Здравствуйте, меня слышно? Добрый день, уважаемые коллеги. Нас пока не очень много, немножко можно подождать, наверное. Сегодня у нас с вами будет новый докладчик Котелина Надежда Олеговна, доцент кафедры прикладной математики и компьютерных наук. И тема связана с олимпиадами, тоже в свое время просили про нее немножко рассказать. Опыт проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике в Республике Коми. Соответственно, если будут вопросы в конце, мы можем тоже, как обычно, это все обсудить. И напоминаю, что если у вас есть какие-то темы для выступлений, чтобы вы сами выступили, либо темы, с которыми вы бы хотели, которые вы хотели услышать, можете либо мне на почту, либо Илье Ивановичу присылать. Соответственно, если Надежда Олеговна готова, то передаю слово ей и будем слушать доклад. Здравствуйте, добрый вечер. А, так, значит, я бы хотела сегодня рассказать немножко про личный опыт проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике в Республике Коми. Так, и я надеюсь, что меня слышно? Да, все хорошо слышно. Замечательно. Итак, значит, я приготовила небольшую презентацию на эту тему, и, значит, сейчас я ее тогда, эту презентацию покажу. Итак, Всероссийская олимпиада школьников – это олимпиада первого уровня, которая дает льготы при поступлении и, соответственно, гарантирует поступление в вуз без вступительных испытаний. Итак, Всероссийская олимпиада, она, вообще говоря, состоит из 4 этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. И на самом деле и продолжается она на международном уровне. Вообще говоря, заключительный этап, он и региональный, он проходит для 9-11 классов, но, как вы знаете, можно хоть в 5 классе писать, в принципе, если достаточно навыков, можно писать и региональный заключительный этап. Так что, в принципе, здесь нет ограничений. Единственное, что диплом призера, он все-таки гарантирует поступление. Он, в общем-то, этот диплом, он действует только 4 года. Так, поэтому здесь есть некоторые такие вот рамки. Итак, значит, региональный этап СОЖ, он состоит, собственно, из 2 практических туров. Оба тура, они одинаковые, да, то есть они состоят из 4 задач. Продолжительность туров, каждого из туров 5 часов. Проверка регионального этапа Всероссийской олимпиады, как вы помните, проходит онлайн с использованием тестирующей системы и проходит в одно и то же время по одним и тем же задачам по всей России. Так что фактически Всероссийская олимпиада школьников – это крупнейшая олимпиада по информатике в России. Состоит этот региональный этап из решения задач на компьютере. Школьники пишут программы, и, собственно, задачи на региональном именно этапе, они обычно у нас стандартные, то есть это не интерактивные. Все тесты, на которых эти задачи тестируются, проверяются, они закрыты от школьников. И, в общем-то, идея в том, чтобы решить как можно больше, набрать как можно больше баллов. История Олимпиады, собственно,
в 2015 году проведение Олимпиады, оно изменилось в том плане, что здесь изменились требования, произошли существенные изменения, и уже проверка заданий, она должна была осуществляться с 2015 года с обязательным использованием тестирующей системы. При этом обязателен фидбэк для участника, то есть участник знает, сколько баллов набрала его попытка. Поэтому, как, например, пишет Денис Кириенко, это один из членов Центральной предметной методической комиссии, с тех пор задания Олимпиады, они претерпели значительное усложнение, потому что школьникам теперь доступен фидбэк, и они могут видеть, прошла ли их попытка или нет. Так вот, с 2015 года стало обязательным проводить Олимпиаду при помощи тестирующей системы. На заключительном этапе Всероссийской Олимпиады онлайн-проверка используется с 2011 года уже. В Республике Коми с 2016 года мы успешно используем систему Яндекс.Контест. Значит, в 2016 году, когда мы только начинали, в принципе, использовать этот Яндекс.Контест, у нас было много, вообще говоря, разных опасений, связанных с этой системой, но с годами эта система, она прогрессирует. Соответственно, в процессе вот этих вот за эти 5 лет значительного прогресса достигла проверка на этой системе, как, в принципе, мы видим, сервера там стали быстрее и все прочее. Итак, в 2016 году систему Яндекс.Контест для проведения регионального этапа стали использовать 34 региона, в том числе и Республика Коми. Сейчас, вообще говоря, регионам дается выбор, можно использовать свою систему, можно использовать Яндекс.Контест или можно использовать систему Codeforces. Поскольку у нас есть уже традиция использовать Яндекс.Контест, мы от нее не отказываемся, хотя, в принципе, есть такое мнение, что на Codeforces, в общем-то, сервера быстрее, чем на Яндекс.Контест. Ну, мы уже привычны к использованию Яндекс.Контест, там хорошая поддержка и достаточно удобная система. У них интерфейс меняется, и, собственно, стало легче проводить соревнования. Кто проводил соревнования, тот знает. Так, и при этом интерфейс для жюри очень удобен. Мы имеем доступ к решениям участников, протоколам проверки. Мы получаем возможность наблюдать за ходом туров, а после окончания Олимпиады рассматривать апелляции участников. Например, многие, в принципе, уже работали с Яндекс.Контест, на ней можно проводить соревнования не только по программированию, но и по другим предметам. И здесь мы, я вот тут вот страничку Яндекс.Контест специально сделала скриншот этой странички, чтобы видно было, что мы можем рассматривать по ссылке участников и, например, фильтровать их по названию задачи, по вердикту, по фамилии и так далее. Достаточно удобно. Также мы можем посылать сообщения всем участникам, например, по заданиям. В принципе, обычно это делает либо Яндекс, либо ЦПМК, но региональное жюри также имеет доступ к вот этому интерфейсу, потому что у нас есть права администраторов при проведении соревнований на Яндекс.Контест. Достаточно удобно все это и несложно, в общем-то, для пользователя. Хотелось бы сказать немножко про тематику задач на Всероссийской Олимпиаде школьников по информатике. Итак, тематика заданий.
Кто готовил школьников к олимпиадам по информатике, знает, что у нас их обычно всего по 4 штуки на регионе. И эти задачи, они у нас различные по сложности. Например, обычно самая простая бывает задача А. Эта задача, она обычно бывает на составление формул, тематика этой задачи. Иногда включает в себя простые алгоритмы надомерных массивов, например, сортировка подсчетом, вычисление префиксных сумм, поиск второго максимума. И эта задача, она не требует специальных знаний школьников. Хотя часто требуется все-таки конструктив, то есть некая идея для того, чтобы уже применить, соответственно, построить алгоритм. Задача Б. Задача Б обычно сложнее, чем первая. Задача Б – это задача на конструктив, опять же, то есть на идею, динамическое программирование, двоичный поиск, различные предподсчеты. И здесь обычно нужно догадаться до решения. Очень часто помогает перебор всех известных алгоритмов, которые хоть как-то могут сюда подойти. Задача С. Задача С – это у нас может быть геометрия, теория графов, структуры данных, динамика на поддеревьев. И здесь, опять же, есть различные группы тестов, как обычно. На задачах по информатике там есть группы тестов, и можно сдать, надо постараться сдавать подгруппы, да, не требующие мощных структур. Или если уже участник достаточно подготовленный, он, может быть, сдаст и уже и полностью эту задачу С. Задача Д, она обычно такая достаточно сложная, сильно сложная. Вот, это уже больше для продвинутых участников. Итак, если пройтись по алгоритмам, которые, в принципе, школьники обычно должны ими владеть для того, чтобы выступать успешно на олимпиадах, то, например, Денис Кириенко, это председатель региональной предметной методической комиссии в городе Москве, то есть он составляет задания для олимпиад в городе Москве, а также он входит в Центральную предметную методическую комиссию по информатике в 2021-2022 году. Например, говорит о том, что вообще говоря, набор алгоритмов, необходимых для того, чтобы стать призером даже заключительного этапа в СОЖ, невелик. Это, например, сортировки, двоичный поиск, одномерная, двумерная динамика, алгоритмы на графах, это в частности поиск в ширину и поиск в глубину, ДФС, БФС, обход дерева, например, динамика на поддеревьях. Также это какие-то простые переборные алгоритмы, например, перебор подмножеств, перебор перестановок, например, дерево отрезков. Это для, в принципе, уже для продвинутых участников. Ну и, конечно же, если вы программируете на C++, то хорошее знание стандартной библиотеки, различных классов, set, multiset, map, deck и алгоритмов. То есть, в принципе, сильная перегрузка теорией, она может быть даже излишняя, потому что здесь важно набить руку на простых инструментах для региона, для того, чтобы успешно написать. Теперь давайте рассмотрим, например, в качестве примера я просто немножечко посмотрела на результаты наших школьников в сезоны 21-22 год и 20-21 год. И какими специфическими знаниями и умениями наши школьники обладали при решении задач. Например, успешно решающие задачи на графах. Самые базовые алгоритмы для решения задачи на графах, то есть это решение задачи 3 хотя бы на частичный балл, это поиск глубину и поиск ширину на графах у нас в 2022 году смогли применить и получить частичное решение 3 человека из 31 участника. Ну, как видите, не слишком много. То есть это означает, что, в принципе, люди знают, что такое граф, и ориентируются, соответственно,
в самых базовых таких простых алгоритмах. И второй пример специфических умений олимпиадника. То есть не просто какие-то знания алгоритмов на массивах, не просто умение составлять формулу, а что-то специальное. Это двоичный поиск. Двоичный поиск по ответу. В 2021 году была такая задача номер 2, называлась это задача разбиения таблицы. Там требовалось разделить таблицу вертикальным или горизонтальным разрезом, проходящим по сторонам клеток, так, чтобы сумма чисел в получившихся частях таблицы отличалась как можно меньше. Ну и опять же, успешно применить двоичный поиск по ответу. Здесь я уже посчитала только тех, кто решил на полный балл, значит, то есть на 100 баллов эту задачу, применяя двоичный поиск по ответу. Здесь смогло только 3 человека из 36. Это представители технологического лицея, ЛНД и ФМЛИ. При этом, в принципе, конечно же, кто помнит эту задачу, там можно решать было и без всякого двоичного поиска. Здесь я просто привела примеры, как у нас вообще, сколько человек примерно вот показали знание каких-то специальных алгоритмов. Так, ну, в общем, что можно еще сказать? Давайте посмотрим немножко статистики по всероссийским олимпиадам школьников по информатике. Например, давайте посмотрим, как наши школьники выступали последние, получается, 6 лет на регионе. Итак, максимальный балл, как мы знаем, на региональном этапе составляет 800 за 8 задач. Соответственно, мы видим на таблице, что наш максимальный балл из года в год, если не брать 2021 год, вообще говоря, он немножечко даже падает. И в 2017 году там он был 600, в общем, а в 2022 году, например, он у нас, значит, примерно чуть больше 400. Но я, конечно, не беру в расчет 2021 год, здесь, конечно, все очень даже неплохо, 700 баллов, практически почти 800. Но я так полагаю, что тенденция все-таки есть к падению максимального балла. Соответственно, та же самая тенденция наблюдается, в принципе, и со средним баллом, и, в общем-то, и с медианой тоже. И с медианой, на мой взгляд, наблюдается все-таки тенденция к падению баллов. Средний балл у нас примерно, получается, составляет в районе, вот он здесь красным отмечен, не дотягивает даже до 200 баллов. Да, получается, в 2022 году. То есть это примерно 2 задачи из 8. 2 задачи из 8. Ну, конечно, мы так не оцениваем по количеству задач, потому что здесь могут быть частичные решения, но в целом статистика такова. Итак, значит, теперь давайте рассмотрим, например, как это все смотрится в совокупности с квотой на заключительный этап. Итак, заключительный этап, баллы прохождения на, собственно, Всероссийскую олимпиаду у нас примерно такие. Чтобы набрать проходной балл и пройти на следующий уровень, примерно из года в год там по-разному, по 9 классам в районе 450, по 10 в районе 500 и по 11 примерно 550 баллов. То есть достаточно высок должен быть проходной балл, и, как мы помним, у нас примерно средний балл около 200, то есть, ну, так сказать, не совсем мы дотягиваем до вот этих вот баллов. Так, например, в 2022 году максимальный балл у нас по 9 классам 232, по 10 423 и по 11 357. Так что у нас
получается, участники могут пройти только по квоте, да, потому что в случае, если у нас никто не проходит на проходной балл, дальше на заключительный этап, то тогда уже мы можем отправить участника по квоте. Итак, еще немного статистики. Давайте немножечко посмотрим на участников, которые набрали не менее половины баллов. Это, вообще говоря, те участники, которые обычно могут быть награждены дипломами призеров и победителей. И как мы видим, опять у нас статистика в процентах. Она у нас показывает, что 2017-2018 год было все достаточно неплохо, а потом немного упала эта доля. Значит, это у нас получается примерно до 5%, да, 2019-2022 год. Это примерно 1-2 человека, если говорить о количестве людей, потому что на Олимпиадах у нас в целом выступает примерно около 30-35 человек каждый год, и получается, что 1-2 человека вот в данном случае будет набирать соответствующий балл не менее половины. Но 2017-2018 год там было получше, там было 5-6 человек. Это в основном были учащиеся физико-математического лицея, вот, и они неплохо так набирали баллы, обычно не меньше 400. Так, значит, вот такая вот диаграмма. И еще немножко статистики. Давайте посмотрим, как, например, Республика Коми смотрится в сравнении с другими регионами. В сравнении с другими регионами. Давайте посмотрим. Вот мы видим, что Республика Коми в целом смотрится... Я взяла несколько регионов. Это, например, Архангельская область, Кировская область, ну и Ленинградская область, в принципе. Не знаю, почему Ленинградская область. Ну, просто, в общем, для сравнения. Вот. Поскольку эти протоколы все они доступны, то эта информация вся в открытом доступе, ее может, в принципе, каждый посмотреть. Итак, как мы видим, в общем-то, Коми, Архангельская, Кировская и Ленинградская область, там у нас средний балл, он, в принципе, если считать, ну, здесь уже нормированный средний балл, мы, в принципе, в целом неплохо смотримся, даже по среднему баллу лучше, чем, например, Архангельская область немножечко. Но, конечно, не дотягиваем, например, до Кировской и Ленинградской области. То есть у нас где-то 20 баллов из 100. Это последний год, 21-22, последний сезон. Также... Ну, понятное дело, что число участников у нас среди всех этих регионов, оно у нас наименьшее. Вот. И максимальный балл у нас тоже меньше, в принципе, получается, чем и в Архангельской области, и в Кировской области, и достигает примерно чуть больше 50 баллов, да, то есть больше чуть-чуть, чем, в принципе, половина задач. Ну, это статистика для... соответственно, 2021-2022 года. Вот такая вот. Так что, в общем-то, вот так. Сейчас хотелось бы поговорить о некоторых распространенных ошибках школьников на Всероссийской Олимпиаде. В общем-то, это больше ошибки школьников, которыми я занималась. Но и у других участников Олимпиады, в принципе, тоже такие же ошибки отмечаются. Например, если участники работают на C++, то, конечно, часто они передают когда пишут какие-нибудь алгоритмы, где нужно передавать большие векторы в подпрограмму, они, бывает, передают по значению эти векторы, вместо того, чтобы передавать по ссылке, и, соответственно, получают вердикт на Олимпиаде, который у нас называется превышение лимита времени. Вот. Это такая вот недочет школьников.
Соответственно, вторая часто встречающаяся ошибка, всем знакомая, это когда у нас м, мы используем 32-разрядный тип вместо 64-разрядного long-long, да, и, соответственно, получается, у нас данные не вмещается у нас результат расчетов. Например, всем известная задача город Че, да, когда школьники ее решают, они, в общем-то, часто делают эту ошибку, забывают о том, что там достаточно большой результат, количество точек, и, соответственно, неправильно получают ответ. При этом использование больших массивов с long-long ведет тоже к таким ошибкам, как memory limit. Поэтому здесь важно не везде вставлять вместо int long-long, да, а как-то с умом это делать, чтобы с одной стороны у вас результат вместился, с другой стороны, чтобы у вас не было слишком большого расхода памяти. Также распространенные ошибки школьников – это, конечно же, потеря частных случаев и неинициализированные переменные. Ну и еще пара недочетов, которые встречаются повсеместно в программах. Это большое количество лишних вызовов в рекурсивных алгоритмах, а также неправильное использование. То есть если алгоритм рекурсивный, там, по идее, есть такой прием, как, соответственно, как мемоизация, да, когда мы там в массив складываем значения. Ленивая динамика еще она называется. Ну, а также школьники иногда забывают STL. Достаточно сложно программировать на C++, надо всегда держать в памяти все это. Ну, например, multiset, да, он не прощает как бы неправильного обращения с методом erase, когда мы удаляем значение. Если мы удаляем значение, соответственно, для позиции, то будет удалено одно значение. Если мы в качестве параметра ставим значение, значит, будут удалены все значения, равные данному. Да, и школьники частенько это вот путают. Например, в задаче была такая задача на кучу, на использование мультисета, и вот забыла, к сожалению. И там каждый второй делает вот эту ошибку. Неправильно удаляет данные. Ну и подобных ошибок много, можно много привести неправильного использования метода STL. На питоне какие проблемы, например, возникают у школьников? Ну, конечно, питон достаточно медленно работает по сравнению с C++, поэтому одни и те же алгоритмы, которые реализованы на C++ и Python, могут давать tail в случае использования Python, да, например, какие-нибудь переборные алгоритмы, они у нас, их нужно как-то писать лучше на питоне. Вот. И желательно вообще владеть двумя языками, C++ и Python, чтобы иметь преимущество. Так, еще немножко статистики. Давайте поговорим теперь про отдельные какие-то задачи. Как мы уже знаем с вами, задача А – это самая простая задача на составление формулы, ну или на какой-то тоже конструктив. В общем-то, и сложность первых задач, на самом деле, она у нас из года в год меняется. То есть если посмотреть, например, на 21 и 22 годы, то доля решивших хотя бы одну из двух первых задач в 2021 году была больше 90%. То есть практически все хотя бы одну дорешили. Но если мы посмотрим, например, на 2022 год, то доля решивших там в районе 70%. Ну и соответственно, доля решивших хотя бы доля решивших обе задачи и в том, и в другом году также, получается, имеется такая же тенденция. Но это не значит, что школьники стали намного слабее по сравнению с 2021 годом. Просто здесь, вообще говоря, это объясняется тем, что в 2021-2022 году
задачи у нас были достаточно сильно отличались по сложности. Достаточно сильно отличались по сложности. Ну, давайте посмотрим, например, на третью и четвертую задачу. Вообще стратегия поведения на Олимпиаде обычно такова. Школьники не должны ни по одной задаче оставлять 0 баллов. То есть они должны хотя бы какое-то решение, может быть, неэффективное, но вообще говоря, предложить. Поэтому приступить к третьей, приступить к четвертой задаче вообще говоря, их нужно тоже им говорить о том, чтобы они обязательно при подготовке, нужно говорить, чтобы они обязательно тоже приступали, обязательно писали какое-то, пусть неэффективное, но решение. Ну и вот мы видим, что в 2022 году, например, доля приступивших к третьей задаче по сравнению с 2021 годом, она у нас снизилась, но зато выросла доля приступивших к четвертой. Ну, наверное, это объясняется все-таки тоже различной сложностью задач в 2021 и в 2022 году. Здесь на этой диаграмме, вообще говоря, учитывались только те участники, которые приступили, и мало того, что приступили, но и набрали положительный балл. Так, ну тут, собственно, получается, что в 2021 году хотя бы 1/3 задачу, да, начали решать и чуть-чуть хотя бы набрали баллов больше 60% школьников. Соответственно, в 2022 году, что на них так подействовало, непонятно. Возможно, тот факт, что все-таки была сложная первая задача, ну и достаточно сложная вторая задача. Вот. И в 2022 году, как мы видим, там в районе 25% приступило к третьей задаче в Республике Коми. Соответственно, вот такая вот статистика. Ну и давайте вот просто посмотрим на эти задачи, например, чтобы еще раз вспомнить, чтобы еще раз вспомнить эти задачи и оценить, почему же, в принципе, у нас получилась такая огромная разница между 2021 и 2022 годом. В 2021 году, в принципе, были очень простые первые задачи. Участникам в этом плане повезло. Например, первая задача 2 станка, она решалась в 3 строчки. Здесь формулу было написать очень несложно. Вот. И участники легко с ней справились. Ну, здесь надо было, в принципе, выяснить, какое максимальное количество деталей удастся изготовить за некоторое время. Соответственно, если известно, сколько деталей производит один станок и сколько деталей производит второй станок, значит, здесь у нас, получается, надо было там минимум взять и, соответственно, максимум. Вот, и здесь все было достаточно легко. Формула простая. Но вот, например, в первой задаче в 2022 году там всего 29% решивших. Здесь, если, в принципе, говорить про идею в этой задаче, нужно было найти количество пар чисел, которые в сумме делятся на число n, на заданное число n. Да, количество пар чисел, которых в сумме делятся на число n. Ну и здесь уже достаточно сложно догадаться до этой формулы, в общем-то, и поэтому она намного сложнее, я считаю, чем в 2021 году. Поэтому и соответствующая статистика, 29% решивших. Так, теперь давайте поговорим про позиции школьников из Республики Коми, как у нас вообще, кто у нас были победители и как они потом продвинулись на заключительном этапе. Дальше.
Итак, а, в принципе, у нас получается, что школьники у нас, раньше у нас был четкий разрыв между, например, физико-математическим лицеем и всей остальной республикой. Сейчас у нас этот разрыв немножечко сглаживается. В общем-то, школьники повсеместно в республике стали достаточно продвинутыми, вот, знают алгоритмы, например, двоичный поиск и так далее, по крайней мере, из некоторых учебных заведений. И что мы тут можем сказать? Если говорить про наших учащихся, которые показывали наилучшие результаты, то, как мы видим, многие из них могут программировать. Ну, во-первых, хочу отметить, что многие из них могут программировать на 2 языках программирования сразу, на C++ и Python, что дает им большие преимущества, в принципе. Так, ну и тенденция такова, что, да, видим 21-22 год, в основном все-таки наши победители, они у нас программируют на C++. Вот раньше больше Python, сейчас вот больше C++. В принципе, это объясняется и популяризацией C++, тем, что все время говорят, что на питоне, в общем-то, не все задачи решить, и заключительный этап не взять. Поэтому многие переквалифицируются, программируют теперь на C++. Вот, как мы видим, теперь победителями у нас в разное время становились учащиеся из разных учебных заведений. Например, 2017 год Александр Шмаргунов, представитель гимназии имени Пушкина, Сыктывкар. Он занял на заключительном этапе 148 место из 256 участников, набрав 362 балла из 800. И что я хочу сказать, на заключительном этапе у нас, в принципе, призерами и победителями становится не больше 45% участников. Ну, поэтому, как видим, здесь никто в эти 45%, собственно, в принципе... ну еще тут второе требование, это то, что участник, чтобы стать призером, должен набрать обязательно не менее 50% баллов. 50% баллов – это тоже важное требование. Как видим, здесь оно тоже у нас не выполняется. Вот. Никто здесь 400 баллов не набрал. Хотя вообще-то вот Шмаргунов набрал 429 баллов в 2018 году, больше 50%. Так, значит, кто у нас еще становились? Ну, это ФМЛИ, гимназия Пушкина, ЛНД, Дан Нестеров в этом году весной ездил на заключительный этап, не набрал 50% баллов. И, значит, в 2022 году победителем стал учащийся Уфтинского лицея имени Рассохина, Барбир Кирилл, 10 класс. Вот. Что еще можно сказать? В принципе, здесь можно сказать, что по баллам у нас таких потрясающих результатов, например, как 600, 500, 700 баллов никто в этом году не набрал. В прошлом году Дан Нестеров очень хорошо, практически все задачи, учащийся из ЛНД, почти что все задачи решил, у него было 700 баллов, да, вот. В этом году как бы у нас немножко похуже результаты, вот, а так, в принципе, как видим, 600 баллов, да, наилучшие результаты. В общем-то, в прошлом году было 700 баллов у 11-классников из ЛНД. Так, значит, итак, еще раз хотелось бы отметить, да, для
преподаватели, которые готовят учащихся к региону, что, в принципе, у нас надо э, участников воспитывать, набирать как можно больше баллов, да, потому что, ну, я имею в виду, что полное решение это, конечно, хорошо, но баллы набирать частичные на мелких подзадачах, да, на последней и предпоследней задаче, это тоже не менее важно, потому что вот, например, на заключительном этапе в СОЖ Сероса у нас призерами и победителями могут признаваться участники, набравшие не менее 50% от максимального возможного количества баллов. То есть надо всеми путями набирать неэффективными решениями, какими-то частичными, как можно больше баллов. Потому что, ну, здесь у нас как бы идея не в том, чтобы решить полностью задачу, идея в том, чтобы набирать баллы. Вот. И в 2020-2021 году, то есть этой весной у нас, получается, число участников было на заключительном этапе достаточно большое, 384, потому что в 19-20 не проводился заключительный этап. Ну и, как видим, количество призеров и победителей в общей сложности не превышает 45%, 29 плюс 38 меньше, чем 45%. Так, ну вот, что касается результатов. Так, разборы, да, разборы, как мы все знаем, находятся на сайте НИЭРК и ТМО. Там также есть архив олимпиад, также есть архив с решениями жюри. Ну и чем полезен этот сайт? Тем, что там есть еще график проведения всероссийских командных олимпиад школьников, и можно написать заявку для того, чтобы учебное заведение сделать площадкой проведения в КОШП. Очень удобный сайт, здесь разборы за много лет на этом сайте. Так, значит, при подготовке вот этой презентации я использовала такие источники, как, например, информационный сайт об олимпиадах, также рекомендации преподавателя из Нижнего Новгорода для подготовки школьников к Всероссийской олимпиаде. Также статьи Дениса Кириенко совместно с представительницей Яндекса Лидией Перовской «Анализ разработки заданий и проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике, использование системы Яндекс.Контест». Соответственно, вот этот вот архив олимпиады по информатике, который ведет Андрей Станкевич, председатель Центральной предметно-методической комиссии. Также, кому интересно, как вообще, какие правила регионального этапа есть, могут ознакомиться с приказом Министерства просвещения, в котором, в принципе, все записано. Ну и статистика была взята. Статистику вы можете взять, точнее, я с ней уже знакома, на региональном центре на сайте регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми, Академия юных талантов. Вот таким образом мы познакомились с некоторой статистикой и некоторыми проблемами школьников на Олимпиаде. Ну, проблемы, в принципе, были видны по нашим вот этим вот графикам, которые приведены были в презентации на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Вот. Ну, в принципе, в заключении можно добавить немножко информации о том, как вообще предполагается, что школьники могут решать задачи на Олимпиаде по информатике. Вообще, когда школьник идет на регион,
у него может быть в голове какая-то стратегия, которой он будет следовать. Стратегии могут быть разными. Например, бывает даже такая стратегия, при которой сначала решаются самые сложные задачи, пока голова свежая, да, а потом уже мы переходим к задачам полегче. Ну и другие стратегии. Например, можно держать какой-то небольшой план по числу баллов. Например, первая задача, формула, да, 100 баллов, вторая задача 60-100 баллов, третья задача 30-60 баллов, ну и четвертая задача не 0 баллов. Это также по мнению Дениса Кириенко. Напоминаю, что он председатель оргкомитета Всероса в Москве. Нулей по задачам у нас быть не должно, да, то есть каждую задачу мы должны попытаться все-таки решить. При этом, если задача тяжела, то, наверное, нужно ее оставлять, да, и, соответственно, переходить к следующей задаче. Ну и еще некоторые моменты, которые, в принципе, должны понимать школьники, ну и те, кто с ними занимается, очевидно. Обязательно нужно читать условия всех задач, то есть это означает от 1 и до 4, да. Ну и получается, нужно разбирать примеры, конечно же, вот, потому что без них никуда. Так, о важности неэффективных решений. Неэффективные решения на Олимпиаде по информатике писать нужно, например, если, конечно, если вы знаете, как правильно и хорошо решить эту задачу, очевидно, что вы должны писать наилучшее решение и наилучший подход использовать. Но, тем не менее, если ничего в голову не приходит, то четвертую задачу надо попытаться решать хоть как-нибудь. Вот. И ее можно набрать небольшие баллы. Это лучше, чем вообще ничего не набрать. И, соответственно, это может оказать существенное значение при подсчете результатов. Как было уже сказано, цель наша набирать баллы, да? Цель школьников набирать баллы. Очевидно, что не все следуют этой цели. Это видно из той статистики, которая была приведена. Вот. Ну и, конечно же, школьникам нужно проверять все случаи, маленькие, вырожденные, частные случаи. Также ввод, решение и вывод нужно делать отдельными функциями, это полезно для тестирования. Ну и тестировать все, что написали. Если написали функции или законченный фрагмент кода, сразу же протестировали, прежде чем писать дальше. Вот. Решаем, вот хорошая тоже фраза, решаем задачи по принципу, сначала пишем простые решения, потом набираем больше баллов там, где можем. Так, и частичные решения. Как получать частичные решения? Частичные решения – это, конечно, перебор по ответу и частные случаи. Вот. Важность частичных решений очевидна. Вот. И, в принципе, дает какие-то баллы. Ну, в общем-то, я привела некоторую информацию. В общем, какие будут вопросы? Я готова ответить на какие-то вопросы по этому докладу. Вот. Надеюсь, что какая-то статистика оказалась для вас полезной. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Коллеги, не стесняйтесь, если есть вопросы, Надежде Олеговне, задавайте. Особенно, если вы планируете готовить олимпиадников, возможно, за советами, за какими-то. Насколько я знаю, Надежда Олеговна тоже не просто проводит олимпиады, но и занимается подготовкой к олимпиадам, поэтому, может быть, какие-то и советы еще дополнительно даст.
Так, ну, я смотрю, пока вопросов нет. Еще раз напоминаю, что вы можете присылать темы докладов, с которыми хотели бы выступить на нашем семинаре, а, собственно, на мою почту в частности. И если бы вы хотели конкретные темы послушать, тоже могли бы прислать мне их на почту, и мы, соответственно, постараемся соответствующих докладчиков найти. Так, собственно, если вопросов нет, можем, наверное, потихонечку расходиться. Еще раз большое спасибо Надежде Олеговне. Спасибо вам за внимание. Так, ну, соответственно, я так понимаю, вопросов нет, поэтому всем хорошего вечера и до новых встреч. До свидания. До свидания.